Грандиозным гала-концертом мастеров искусства завершились Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге, посвященные столетию региона. На сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского выступили ведущие профессиональные творческие коллективы и мастера искусства Республики и России. Ансамбли «Асяк» и «Зарни Юль», артисты Государственного театра оперы и балета Коми, Академического театра драмы имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра, а еще уроженцы республики, солист метрополитен оперы Алексей Лавров и солистка Большого театра Ольга Селиверстова. Гостей и участников праздничного концерта приветствовали полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Коми Владимир Уйба и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. Республика, наверное, богата в первую очередь теми людьми, которые там живут. Что отличает жителей Республики Коми? Это в первую очередь достоинство и трудолюбие. Без этого выжить в этих сложных условиях не только выжить, но и создать промышленное производство невозможно. Невозможно по одной причине. Без любви к своему краю, к своей земле это сделать нельзя. И в этот день мне хочется в первую очередь обратиться ко всем присутствующим и, безусловно, ко всем жителям Республики Коми, которые живут, трудятся, любят свой регион, поздравить с этим праздником. И вот этот марафон, который начался 23 мая в столице нашей Родины, он будет продолжен. И надеюсь, что 22 августа, день образования Коми автономии, вы знаете, что она была образована 22 августа 1921 года, а Республика Коми в 1936 году. Мы встретимся уже непосредственно в крае. Это будет завершающий, наверное, самый важный для жителей Коми этап празднования. С праздником вас! Бурыт Дона Юртис. Я хочу поблагодарить всех. Президента России Владимира Владимировича Путина, правительство Российской Федерации, правительство и лично Александра Ильича Беглова, правительство Санкт-Петербурга, за то, что мы с вами сегодня открываем новую историю в Республике Коми. В том, что мы смотрим с уверенностью и с перспективой развития нашей республики по совершенно новым направлениям. Мы сегодня заявились на амбициозные проекты. Мы заявились на проекты переработки угля, нефти, газа. Мы заявились на научно-образовательный центр мирового уровня. Это все делается для того, чтобы наше подрастающее поколение, наша молодежь увидела перспективу в республике и никуда не уезжала. Оставалась в республике и знала, что республика будет жить дальше, и у нее большое будущее. Дорогие друзья, искренне рад приветствовать вас от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова на сегодняшнем гала-концерте. В рамках достигнутых на встрече на площадках ПФ договоренностей губернатором Санкт-Петербурга уже дан ряд поручений по реализации плана мероприятий соглашения между нашими регионами. В частности, будут организованы мероприятия непосредственно в Республике Коми. Также хочу отметить, что у нас запланировано проведение Дней Санкт-Петербурга в Республике Коми, в рамках которых уже наши артисты будут выступать на площадках республики.
Пользуясь случаем, от имени Александра Дмитриевича Беглова поздравляю вас с наступающим юбилеем и заверяю, что мы всегда готовы оказать содействие проектам, реализуемым Республикой Коми, и всегда рады видеть в Санкт-Петербурге ее руководство и всех жителей. Масштабный проект Дней Республики Коми, посвященный столетию нашего региона, проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 7 июня. Полную версию гала-концерта смотрите сегодня в нашем эфире в 20:00. А телеканал «Юрган» в свою очередь выражает благодарность представительству Коми в северо-западном регионе Российской Федерации и лично Валерию Козлову за помощь в организации съемок. И напомним, ключевое празднование векового юбилея Коми пройдет в республике с 20 по 23 августа. Масштабные события запланированы по всему региону. Минкультом ранее была разработана насыщенная культурная программа. Она стартовала еще в 2019 году Днями культуры муниципальных образований в столице республики.